Добрый вечер, это телеканал ТНВ, и вы смотрите новую телевизионную викторину, в которой каждый, абсолютно каждый может проверить свои знания по татарскому языку. Меня зовут Ильсур Нафиков, и я приглашаю вас на телеигру «Переведи». В нашей программе принимают участие два игрока. Герои сегодняшней игры – это Булат и Диля Нигматуллины. Здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Я, в принципе, очень хорошо знаю татарский язык, но мой оппонент Булат Нигматуллин, он тоже очень хорошо знает. Мы учились в одной школе. Посмотрим, на чьей стороне будет удача. Татарский язык я знаю хорошо, потому что это мой родной язык. А кто сегодня победит, я не знаю. Булат, Диля, правила нашей игры и первого тура в частности очень просты. Перед вами будет 10 слов, которые надо будет перевести с русского языка на татарский. Но чтобы было проще, я дам вам 3 варианта ответа. Ответите правильно, получите 2 балла. Ответите неправильно, право ответа будет у вашего соперника. И тогда он сможет заработать 1 дополнительный балл. Все понятно? Понятно. У нас в гостях сегодня звездный тандем Булат и Диля Нигматуллины. Мы начинаем игру «Переведи». Let's go! Булат, Диля, перед вами 2 темы – цветы и торговля. Вам решать, кто будет выбирать. Я предоставлю, наверное, первую возможность даме. Я надеялась все-таки на это. Итак, Диля, что вам нравится больше, цветы или торговля? Ну, конечно же, цветы. Это, я думаю, конечно же, торговля. Итак, тема цветы, играем с Дилей Нигматуллиной. Диля, скажите, пожалуйста, как по-татарски будет герань? Яра, ярангель, яралан. Ну, конечно же, Ярангель. Конечно же, ярангель. Вообще, любите герань? Люблю. А вам когда-нибудь дарили герань? Ну, герань не дарили, но у меня герань всегда ассоциация с деревней. Почему-то. Потому что в деревнях это очень актуально. Это правильный ответ. Мне радоваться за тебя? Ну, нет уже. Действительно, ярангель – это герань. Яра – это рана, а яралан – это глагол «раниться» в повелительной форме. Так, Булат, играем с вами? Кстати, вот, Булат, давно хотел спросить. Вы поете, и, Диля, вы тоже поете. А кто дома является источником некого такой музыкальности в семье, наверное? В смысле, среди наших родителей, родственников? Да, среди родителей. Ну, у нас отец очень хорошо поет. А вы играете? У отца отец. Ага. То есть по мужской линии. Біздің бабай, получается, дедушка наш. И потом бабушка со бабушка. стороны матери. Да. Очень хорошо поет. То есть и по женской линии тоже. Да, ну есть, да. Вот здесь как-то все собралось. А тяжело, вот вы, наверное, когда учились вместе, пели и как-то конкурсы, Таисымонуса как-то не было? Ну нет, у нас конкурсов. Мы довольно-таки поздно начали петь, в принципе, в классе 9. Мы развивались в другом направлении, конечно, но по линии вот именно музыкальном направлении мы почему-то как-то не развивались. Мы сами обнаружили... в принципе, Может, не было возможности? Да, или... не то, чтобы даже возможности, мы обнаружили. Вот я обнаружила, что я вообще умею петь только в 9 классе. Вот так вот. А вы, Булат, Ну, я тоже примерно так же. Так же, да. 9-10. а помните первую песню, которую исполнили? Так, первую песню, которую я исполнил... Я почему-то вспоминаю Ярангель песню, Ну, помнишь? песня такую? как раз, кстати, одна из первых песен, Ярангель называется, а потом еще одна песня была «Пайтагышты Кушкайлар». Я ее сам подбирал на гармошке, ну и сам, в общем-то, Вы играете еще на для себя исполнял. итальянке, да? Да. На итальянке. В то время. Играете на музыкальном инструменте. Да, я на гитаре иногда. Ну ладно, второй вопрос. Играем с Булатом Нигматуллиным. Булат, скажите, пожалуйста, как по-татарски будет подсолнух? Кашкарый, кынбатыш, кынбагыш. Вариант 3. Кынбагыш. Принято. Это правильный ответ. Да, действительно, Кашкары – это Астра, а Кынбатыш – это Запад. Пока равенство. Старт дан. Диля, играем с вами. Как по-татарски будет стебель? Салам, кяусе, собак. Третий вариант – собак. То есть знаете это слово? Ну, конечно, да. Это правильный ответ. Салам – это солома, а кяуся – это ствол. Обычный, применительный к дереву. Булат, скажите, пожалуйста, как по-татарски будет нарцисс? Нергис, неркис, рисаля.
Так. Интересно. Конечно. Булат Нигматуллин задумался. И в этот момент мы смогли... Просто я не думал никогда о татарском варианте нарцисса. Но нарцисс это человек, который любит сам себя, вообще, да? Так, переводится. Ну, у нас тема цветы в данной Да, ситуации. а тут да, да. тема именно цветок. Да, да. Ну, давайте остановимся на первом варианте. Наргиз. Наргиз. То есть вы считаете, что нарцисс по-татарски это наргиз? Конечно, есть сомнения. Есть сомнения. Между чем и чем сомневаетесь? Между наркисом и наргизом. Это ваш окончательный вариант ответа? Второй вариант, наркис. Второй вариант, наргиз. А что заставило сменить? Заставила сменить буква Г. Почему-то наргиз, это, кажется, что это не цветок. Ну, с буквой К. Возможно, она, я думаю, что правильнее будет наркис. Принято. И это правильный ответ. Действительно, наркиз – это нарцисс. Наргиз – это кишисиме, имя человека, а рисаля – это трактат. Трактат Рисаля. Я вот думала, что такое Рисаля, что-то знакомое, вот не знала бы, я не сказала бы, наверное, Тоже что в первый раз слышал рисаля. Трактат. Нет, Трактат, да. Да. Играем дальше, играем с вами Диля. Диля, скажите, пожалуйста, как по-татарски будет кувшинка? Таңшулпан, тюнбүйік, тюнги лале. Тоже интересный вопрос. Мы старались. Да. У меня сомнение между Тынбуйок и Тынгы Лаля. Вот, Я знаю, что Тынбуйок это все-таки, наверное, лилия. Тынбуйок. Я думала, что это лилия. Или все-таки кувшинка. Вот, думаю, а Тынгы... в родной деревне на речке растет кувшинка? Ну да, кувшинки, они как раз и... Вот лилии, они редкость, а вот кувшинки, это частое такое. Мы видим их часто. Такие Как вы желтые, их называете красивые. в деревне? Ну, Вот. Тынбуйок, что ли, называем? Тынбуйок. Подсказывать можно? впервые в жизни вы соперники, наверное. Да. Мы так привыкли друг другу помогать, что очень сложно быть Соревноваться соперничать. очень Да. Так, ну, привычнее, конечно, Тынбуйок. Выбираем привычное или непривычное? Вот почему-то Тынга-Лаля я вот Не тянет. менее для меня на слух режет, так, чуть-чуть, так скажем. Поэтому вам Как-то кажется, не что... по-татарски, что ли? Тынга-Лаля. 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 Возможно, я что-то не знаю. Это нормально. Итак, ваш вариант ответа? Ну, пусть будет Тынбуйок. Тынбуйок. Принято. И это правильный ответ. Действительно, Видите, так, как мой соперник в данный момент за меня радуется. Ну, просто... в данной ситуации переживаю. скорее брат, чем соперник, Да, потому да, что да. если бы был соперник, может быть, так, смотрел бы таким взглядом. Но нет. Так. Таңшулпан – это женское имя, а Тунгюлаля – это ночная лилия. А вот Тынбуйок – это кувшинка. Булат, ваш вопрос. Скажите, как по-татарски будет шиповник? Гүлшәшәк, гүлҗимеш, алшәшәк. Ну, я только один вариант знаю сам. Другие варианты... Так. Ну, думаю, что не третий точно. Первый – это имя Гульчашек, значит, Гульжимиш. Принято. И это правильный ответ. На самом деле, гүлшәшәк – это не просто имя, а так еще по-татарски называют розу. Олшәшәк – это алый цветок. Диля, скажите, пожалуйста, как по-татарски будет венец цветка? Цветка венец есть? Венок. Венец. Ну, который Венец. мы Не венок, а венец. А. А вот цветок у него есть венец. Таж, такия, тахет. Но такия это будет венок, который мы плетем. Тахет
Я что-то затрудняюсь ответить. Это надо подумать. Но, скорее всего, тош. Скорее всего, точно. Шешекнин тоже была. Тоже была. Принято. И это правильный ответ. Действительно, тош – это венец применительный к цветку. Токия – это венок, а тахет – это трон. Да, конечно. Senin canında var. У меня даже в песне есть такие слова. Кирәк түгел алтын көмеш, кирәк митахеты да. Тоже. Примерно так. Да. Насыпить меня худаем, хатам кыз бахетине. Ай. Итак, Булат, играем с вами. Как по-татарски будет бутон? Болак, бебек, блек. Сразу слово напомнил батон. На самом деле Булата в Все булаты студенческие батоны. годы называли Вы знаете, да? Ну, я не Булат, поэтому я не сильно с этим знаком. У меня был друг Булат, он всегда был батон, булка. Я не знаю, почему, конечно. Но батон на грузинском очень уважительное слово. Так что на самом нормально деле. всё, да? Уважаемые Булаты, знаете, если вас назвали батонами, переводе вас с уважают в грузинского. Грузии. Батона это уважаемый называется. Ну ладно, поехали дальше. Не отвлекаемся, да? Так, бутон. Бебек, блек. Болак, бебек, блек. Так. Сложновато. Бебек, я знаю, что это глаза вообще. Блек это... Понятно, да? Часть руки. Болак. Будет балак. Принято. Это неправильный ответ. Диля, есть возможность заработать дополнительный балл и убежать вперед от брата. Скажите, пожалуйста, как по-татарски будет? Бебек будет. Это правильный ответ. Поздравляю, вы набрали +1 дополнительный балл. Балак – это штанина. Штанина, да. Балак, вообще. балак. Бебек – это бутон, а блек – это, собственно, локоть. Локоть. Итак, 9-й вопрос. Играем с вами, Диля. Это ваш вопрос. Как по-татарски будет вьющийся? Урельме, шешме, сузылма. Скорее всего, урыльме. В детстве встречались со словом урельге, урельме? Ну, конечно, заплетали косы. Вы сами или... Ну, совсем Брат когда... помогал в данной Нет, ситуации тоже? как совсем когда маленькая была, у меня всю жизнь были длинные волосы. Заплетала мама, но потом пришлось научиться самой, потому что мама была учительницей, она рано уходила в школу. А у вас... И мне приходилось самой заплетать свои косы. А ни разу брату не доверяли заплетать косы? Ты помнишь? Было такое? Я не помню. Итак, напоминаю, мы с вами, Да. конечно, очень приятно общаться. И я готов делать это до сегодняшнего вечера. Как по-татарски будет вьющийся? Урельме, шешме или сузылма? Давайте все-таки выберем урыльме. Принято. И это правильный ответ. Действительно, урельме – это вьющийся, шешме – это рассыпчатый, а сузылма – это растянутый. Итак, последний вопрос первого тура, адресованный вам, Булат. Булат, скажите, пожалуйста, как по-татарски будет опыление? Тузанландыру, сиркелендыру, сирлендыру. Серкалендру. У вас биология в школе на каком языке преподавалась? На русском. На русском. Но, тем не менее, знаете, что опыление – это сиркелендыру. Ай. Принято. И это правильный ответ. Действительно, сиркелендыру – это опыление, тузанландыру – сделать пыльным, а сирлендыру – сделать секретным. Уважаемые телезрители, уважаемые участники, Булат и Диля. По итогам первого тура впереди вы, Диля. У вас 11 баллов. Булат, вы набрали 8 баллов. Так что во втором туре поднажмите. Это телеигра «Переведи», не переключайтесь. Впереди нас ждет второй тур и новая партия слов. Оставайтесь на нашем канале. Исянмисис, меня зовут Ильсур Нафиков, в эфире телеигра «Переведи». Здесь победителем становится тот, кто лучше знает татарский язык. Сегодня с нами играют Булат и Диля Нигматуллины. Первый тур позади, и по итогам первого тура впереди вы, Диля. У вас 11 баллов.
Булат, у вас 8 баллов, так что надо немного поднажать и сократить это отставание во втором туре. Вы готовы играть? Да, конечно. Итак, начинается второй, но не последний тур нашей телеигры. Перед вами появятся две темы. Традиционно я предложу вам перевести 10 слов, в этот раз с татарского языка на русский. Чтобы было проще, я дам вам 3 варианта ответа. Ответите правильно, получите 4 балла. Ответите неправильно, то право ответить на этот вопрос и заработать 3 дополнительных балла будет у вашего соперника. Все понятно? Это второй тур телеигры «Переведи». У нас в гостях Булат и Диля Нигматуллины. Булат, Диля, перед вами две темы – календарь и сабантуй. Традиционно тему выбирает тот, у кого больше баллов по итогам первого тура в данной ситуации, и это вы, Диля. Календарь, сабантуй, во что играем? Опять выбор за мной, значит. Ну, давайте сабантуй. Играем в сабантуй и играем с Дилей Нигматуллиной. Итак, Диля, первый вопрос, играем с вами. Как с татарского языка на русский переводится слово «собан»? Пашня, плуг, пахарь. Ну, сабантуй – это праздник плуга. Собственно, сабан – это… Да, собственно, сабан – это плуг. Итак, принят ваш ответ. И это правильный ответ. Действительно, сабан – это плуг, пашня – это басу, например, сабанче – это пахарь. Да, в данной ситуации. А в наши дни очень часто слово плуг называют словом сука. Если когда-нибудь слышали, вот такое распространено. Итак, Булат, играем с вами. Как с татарского языка на русский переводится слово кулга? Шест, решетка, бревно. Ну, традиционно, да, на Сабантуе есть такое, скажем, соревнование кулгага меню. То есть кулга – это некий такой столб, на который залезают. Этот столб выполняет, нам напоминает больше шест или бревно? Но бревно, оно лежит вот так, бревно. А шест, он стоит, правильно? Значит, шест. Принято. И это правильный ответ. Действительно, кулга – это шест, решетка – это решетке, а бревно – это бурене. Диля, скажите, пожалуйста, как с татарского языка на русский переводится слово «мейдан»? Ну, применительно к сабантуй мейдана. Арена, улица, акция протеста. Применительно к сабантую – это, конечно же, арена. Принято. И это правильный ответ. Действительно, мейдан – это арена. Улица – это урам, акция протеста – это куаршылык шарасы. Вот, играем с вами. Скажите, пожалуйста, Булат, как с татарского языка на русский переводится слово «щульмек»? Цветок, горшок, ведро. Вот, кстати, щульмяк я тоже разбивал на Сабантуе, но ни разу не попал. Так получилось. Ну, щульмяк – это горшок. Принято. И это правильный ответ. Действительно, щульмяк – это горшок, цветок – это щащак, а ведро – это щиляк. Вот так вот. Играем с вами, Диля. Диля, скажите, пожалуйста, как с татарского языка на русский переводится слово «аргамак»? Наездник, скакун, кобыла. Наездник, скакун, кобыла. Аргамак. Так. Давайте остановимся на наезднике. Принято. И это неправильный ответ. Булат, есть возможность догнать и даже перегнать. Скажите, пожалуйста, как с татарского языка на русский переводится слово «аргамак»? Скакун или кобыла? Ну, я знаю, аргамак – это вообще как бы лошадь сама. Про лошадь говорят, да? Но это не кобыла. Кобыла – это бия, а скакун – это мужского рода, аргамак, значит, конь. Принято. Грубо говоря. И это правильный ответ. Действительно, аргамак – это скакун, наездник – это оттаюруще, а кобыла – это бия, абсолютно верно. Итак, Булат, внимание, 6-й вопрос. Играем с вами. Скажите, пожалуйста, как с татарского языка на русский переводится слово «щобышка»? Рабочая, скаковая,
породистое? Я имею в виду применительно к лошади. Чабышка. Ну, рабочую лошадь сразу, наверное, мы здесь убираем. Ну, скорее всего, скаковая, конечно. Принято. И это правильный ответ. Действительно, чабышка – это скаковая лошадь. Рабочая лошадь – это эшеот. А вот породистая лошадь – это тукумлоот. Итак, 7-й вопрос. Диля, играем с вами. Как с татарского языка на русский переводится киенте? Колодец, коромысло, корыто. Я думаю, что я верно отвечу на этот вопрос. Это коромысло. Принято. И это правильный ответ. Действительно, киенте – это коромысло. Колодец – это куе, а корыто – это тогарак. Булат, играем с вами. Как с татарского языка на русский переводится слово кошага? Наличник, надоконник, покрывало. Наличник. Как же наличник? Ну, давайте остановимся. Или первый, или второй вариант. Надо выбрать. Давайте выберем. Какой, первый или второй? Давайте второй. Принято. И это правильный ответ. Действительно, кошага – это надоконник, наличник – это езлик, а покрывало – это жейме. Как это связано с сабантуем? Дело в том, что раньше во время сабантуя хозяйки украшали свои окна и как раз-таки вешали кошага, надоконник. Оттуда появилась эта традиция. Играем дальше, играем с вами Диля. Скажите, пожалуйста, как с татарского языка на русский переводится слово «мишке»? Печка, чан, ванна. Ну, печка это будет миш, мишке. Чан это как раз будет мишке, а ванна... Будет ванна. Это будет ванна. Или казан, не знаю. Ну нет, ванна. Ну, это будет чан. Принято. И это правильный ответ. Да, действительно, печка – это миш, ванна – это ванна, а вот мишке – это чан. Итак, впереди нас ждет 10-й вопрос. Это последний вопрос второго тура. Адресован он вам, Булат. Булат, скажите, пожалуйста, как с татарского языка на русский переводится слово «юген»? Седло, уздечка, подкова. Седло. Это, конечно, не первый вариант. Ну, подковы. Понятно, что это. Дага. Уздечка. Скорее всего, уздечка. И это правильный ответ. Действительно, юган – это уздечка, а седло по-татарски будет иер, а подкова будет дага. Уважаемые телезрители, уважаемые участники, Булат, Диля. По итогам второго тура впереди вы, Булат. У вас 23 балла. Диля, вы в этом туре набрали 16 баллов. По итогам первых двух туров счет 31-27. Булат, вам удалось не просто догнать свою сестру, но и немножко убежать вперед. Напоминаю, что это был второй тур. Впереди нас ждет финальный раунд. Встретимся в финале. Уважаемые телезрители, вы смотрите телевизионную игру «Переведи». Это игра, в которой победителем становится тот, кто лучше знает татарский язык. Сегодняшние участники Булат и Диля Нигматуллины. К финалу подошли с небольшим расхождением в баллах. Кто одержит победу в этой схватке? Булат или Диля? Узнаем в финале. Булат, Диля, правила финального тура очень просты. Традиционно перед вами появятся две темы. Надо будет выбрать одну из них. По итогам первых двух туров впереди Булат, и поэтому право выбора в этот раз будет у Булата. После этого я предложу вам перевести 10 слов с русского языка на татарский. Только вариантов ответа в этот раз не будет. Если ответите правильно, получите 4 балла. Если нет, то возможность на вашем вопросе заработать 5 дополнительных баллов будет у вашего соперника. Все понятно? Уважаемые телезрители, это телеигра «Переведи». Это финальный раунд. Уважаемые участники, Булат, Диля, перед нами две темы – история и политика. Булат, выбирайте. Ну, давайте политику. Выбор же.
Выборы же. Булат, скажите, пожалуйста, как по-татарски будет политика? Политика. Политика. Напоминаю, вариантов ответа в финале нет. Нет. Да. Давайте, это пусть будет это сиясет. Принято. И это правильный ответ. Булат, поздравляю, вы заработали первые финальные 4 балла. Диля, скажите, пожалуйста, как по-татарски будет слово «выборы»? Выборы будут сайлау. И это правильный ответ. Булат, как по-татарски будет слово «партия»? Партия. Партия. Партии будет? Это неправильный ответ. Диля, у вас есть возможность заработать дополнительных 5 баллов. Они вам очень нужны. Да, я понимаю, что они мне очень нужны. И как же по-татарски будет партия? Кстати, вы состоите в какой-нибудь партии? Я нет. Лично нет. Пока нет. Я еще не сделала выбор. Итак, ваш ответ Так, Юшма, возможно. принято. И это неправильный ответ. В действительности слово «партия» по-татарски будет «фирка». Есть такое слово. Играем с вами Диля. Диля, скажите, пожалуйста, как по-татарски будет «заявление»? Заявление. Сейчас вспомню. У слова «заявление» 2 значения. Да, Любой вариант я приму. вспомнила. Гориза. Принято. Это правильный ответ. Термин «заявление», значение «сделать заявление», имеет смысл «бельдеру», то есть «бельдеру», Ну да. а «бельдерерге». А есть в значении «написать заявление», Но я в этом значении. есть слово «гориза», да. Мы играем с Булатом. Булат, скажите, пожалуйста, как по-татарски будет слово «обращение»? Похоже, я знаю это слово. Ну, конечно. Я вам более того скажу, вы знаете это слово? Это слово «муражагат». Принято. И это правильный ответ. Действительно, слово «муражагат» переводится как «обращение». Диля, вам проще. Как по-татарски будет «право»? Право? Право. Право. Ну, вот. Хакук. И это правильный ответ. Булат, играем с вами. Как по-татарски будет Тоже акция будет. протеста? Дальше. Акция протеста. Как по-татарски будет акция протеста? Если вы были внимательны, Да, это было. Мы пропускали это слово. Протест. Ну, я не могу сформулировать его. Скажем, может, я могу объяснить, но сформулировать точно не могу. Диля, у вас есть возможность заработать 5 дополнительных баллов и уйти вперед. Да, я прекрасно это понимаю, но тоже, к сожалению, вспомнить не могу. Нет, не могу вспомнить. Уважаемые телезрители, акция протеста по-татарски будет «Каршылык чарасы». Да, точно. У нас 8-й вопрос. Диля, если вы отвечаете на него, то, соответственно, вы убегаете Каршылык немного чарасы. вперед. Скажите, пожалуйста, как по-татарски будет «полномочный представитель»? Я, к сожалению, не знаю. Вот, есть возможность заработать 5 дополнительных баллов и убежать вперед. Ну, я слышал это слово. Вакалятли вакиль. Не перестаю удивляться этому человеку. И это правильный ответ. Действительно, полномочный представитель этого Браво. Каратилакиля. Итак, Булат,
Скажите, пожалуйста, как по-татарски будет мирный договор? Договор о заключении мира. Ну, давайте я попробую вариант просто, да? Танышлык турында келишу или же... Как еще сказать? Так, наверное. Это неправильный ответ. Диля, есть возможность догнать брата. Вот, да. Как же это будет мирный договор? У меня, в принципе, были такие же предположения, как и у Булата. Я... Нет. Ну, Уважаемые телезрители, уважаемые участники, я не ответила. мирный договор по-татарски будет «Сулох Келишуа» или «Сулох Наме». Это последний вопрос финального тура, и по праву он достается вам, Диля. Скажите, пожалуйста, как по-татарски будет право на самоопределение? Право на самоопределение? Говорю. Ну, допустим, үзіңнің хукуклау. Принято. Это неправильно, да? Это неправильный ответ. Влад, есть возможность заработать дополнительные 5 баллов. Я тоже не уверен, что правильный, но могу сказать вариант такой. Үз үзіңні таныту хукуклары. Может быть так? Может быть. Но это неправильный ответ. Да. Дело в том, что по-татарски право на самоопределение будет «узбильгеляну хукука». Шулай ма? Себя определить. Үзіңні билгелеу. Билгелену хукука. Уважаемые телезрители, уважаемые участники, на этом финальный тур и целиком наша сегодняшняя программа подошли к концу. По итогам сегодняшней игры, Диля, вы набрали 39 баллов. Булат, вы набрали 44 балла. Я поздравляю вас с победой в сегодняшней игре. Спасибо. От компании «Татарстан. Новый век» и от программы «Переведи» мы дарим вам полезные подарки. Спасибо. Спасибо. Ух, тяжелая. Ну, первое же место. С вами была телеигра «Переведи» и я ее ведущий Ильсур Нафиков. Увидимся на каналах ТНВ «Планета» и ТНВ «Татарстан». Пока-пока. Мне очень понравилась игра. Надо сказать, я первый раз вообще участвую в такой эмоциональной, интересной и очень познавательной игре. Мне игра очень понравилась, очень динамичная, очень интригующая. То есть таких игр, я думаю, что на телевидении Татарстана еще не было.